Главные события дня в эфире информационной программы «Хаберлер» в студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек стал кандидатом в депутаты Государственной Думы. В Крыму начинается весенний призыв. 105 лет исполнилось со дня рождения одного из основателей крымско-татарского национального движения. Открытие билингвальной группы состоялось сегодня в селе Родниковое. Судно турецкой компании врезалось в опору моста, который строится в Керченском проливе. Вследствие инцидента одна из опор была уничтожена, а соседние две повреждены. Члены экипажа не пострадали. Сухогруз находится в прибрежной акватории Таганрога. На данный момент подрядчик оценивает нанесенный ущерб. В инфоцентре «Крымский мост» заверили, что ликвидация последствий не повлияет на сроки завершения работ. Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин во время рабочего визита в Крым заявил о сроках завершения моста через Керченский пролив. По словам президента, в конце 2018 года мост будет введен в эксплуатацию. В сентябре в России будут проходить выборы в Государственную Думу, высший законодательный орган страны. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек стал участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва. Подробности знает наш корреспондент Айша Шулакова. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек подал документы на участие в предварительном голосовании. Он отметил, что участие в этих выборах для крымчан – событие исторической важности. Интересы жителей полуострова обязательно должны представлять депутаты Государственной Думы. Я, как представитель крымско-татарского народа, горд, что могу оказаться первым крымским татарином в высшем законодательном органе Российской Федерации. Поэтому это для меня большая честь. О своем решении я сообщил главе республики Сергею Валерьевичу, он одобрил. Поэтому, если поддерживают крымчане, то готов отстаивать права крымчан вне зависимости от национальности. И, естественно, быть полезным крымчанам Республики России. Руслан Бальбек также отметил, что выборы депутатов Госдумы будет означать, что произошла окончательная интеграция Крыма в российское правовое поле, потому что у крымчан будет возможность участвовать на федеральном уровне в политической жизни общества. Благодаря личным контактам с депутатами Госдумы, благодаря поддержке руководителя Госдумы у нас, естественно, налажен действенный механизм. При наличии наших избранников, то есть это от крымчан, наших представителей, это будет давать возможность, конечно, получать и обратную связь. Люди будут привязаны к территории, будут, естественно, уже сами собственными глазами видеть и слышать проблемы, которые беспокоят крымчан. Всего по Российской Федерации зарегистрировано 1122 участника, от Республики Крым – 10. Единый день предварительного голосования будет проходить 22 мая. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Как уже известно, мероприятия, приуроченные 165-летию крымско-татарского просветителя Исмаила Гаспринского, проходят по всему полуострову. Литературные вечера состоялись и в Армянской центральной библиотеке, и в Крымской республиканской научной библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе. Подробнее в нашем сюжете. Литературно-музыкальный вечер «Имя просветителя» не подвластно забвению прошел при поддержке Министерства культуры и Республики Крым в рамках программы «Жизнь замечательных крымчан». В нем приняли участие представители научно-педагогической общественности, сотрудники музеев и учащиеся симферопольских учебных заведений. Развитие в разных направлениях связано с Гаспринским, с его именем. Первое направление – это развитие печатной продукции, печати на крымско-татарском языке. Я бы обязательно включил в это развитие общественное мнение. Он как человек, который влиял на общественное мнение. Третье, он как политик, был очень крупным политиком. И, в конце концов, его ученики, его представители, в том числе он сам, организовывали фракции в Государственной Думе во время царской России и влияли на общественное мнение России. На памятном вечере рассказывали об истории создания музея Исмаила Гаспринского в Бахчисарае, о его деятельности и творческой жизни. Также читали стихи, написанные просветителем.
Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться и в библиотеках, и в музеях, потому что имя славного сына крымско-татарского народа Исмаила Гаспринского должны знать не только жители Крыма, но и его знают. Он известен уже, но тем не менее подрастающее поколение, они должны знать, и на его идеях, на его, скажем так, действиях, поступках должны воспитываться новые поколения. Организаторами вечера выступили представители государственно-бюджетного учреждения «Дом дружбы народов» совместно с отделом краеведения библиотеки «Франко». Целью этого мероприятия является популяризация его деятельности, и научной, и художественной, рассказать молодежи о том, какие земляки у нас выдающиеся были в Крыму. В Армянской центральной городской библиотеке тоже провели лекцию для учеников городских школ о жизни и творчестве знаменитого общественно-политического деятеля Исмаила Гаспринского. Ученики говорят, что вечер памяти оказался очень познавательным. На этом мероприятии я узнал много нового о Исмаила Гаспринского. Он был просветителем, учителем, писателем, и много делал для своего народа. Именем Исмаила Гаспринского названы улицы и поселки полуострова. Великому просветителю установлены памятники в Симферополе и в Бахчисарае. Алимия Гайбулаева, Рамазан Аливапов, Мавилей Юб, телеканал Миллет. С 1 апреля начинается весенний призыв в армию. Среди крымских татар количество желающих служить возросло в 2 раза. Сейчас в российскую армию ребята идут охотнее, чем раньше в украинскую. Призывникам обеспечивают хорошее питание, возможность получить военную специальность и значительные льготы после окончания срочной службы. Тему продолжит Айша Шулакова. Призывники из Крыма уже дважды пополняли ряды российской армии. В их числе более 120 крымских татар. Все проходят службу на территории полуострова. Рядовой Арсен Манбушев по специальности водитель-электрик. Он обеспечивает энергетикой свой дивизион. Арсен знает, что благодаря военному билету в будущем для него откроется много возможностей для работы в государственных органах. Служили 100 дней, вроде пока нравится. Ничего сложного нет, физически вообще не сложно. Я сам в Симферополе. Попал в Севастополь, очень доволен, то, что в Севастополе уже остался в Крыму. Солдаты рассказывают, что в их часть поступила новая военная техника, значительно улучшилось снабжение и бытовые условия. Эрен Куртиитов – выпускник Высшего военно-морского училища имени Нахимова. С июля прошлого года несет службу в зенитно-ракетном полку Черноморского флота. После окончания службы планирует продолжить военное обучение, чтобы стать морским офицером. Могу сказать, что армия для мужчины – это первое, что он должен пройти. Усман Бейтулаев в армии по призыву. Не избегал службы, с удовольствием пошел в ряды российской армии. Сейчас он водитель-электрик военной части, осваивает необходимые навыки и знания. Служба нравится, все отлично, то есть спортивно-массовые занятия проводятся, мероприятия. Ветеран национального движения крымских татар Сейтвели Сейтмеметов, возглавляющий организацию «Крымские татары. Крым-Россия», недавно проводил в армию внука. Сейтвелиаха гордится тем, что молодой человек сознательно сделал такой выбор. В прошлом году захотел пойти в армию. Он сам прокурор, захотел пойти в армию. Ну что ж, захотел, пусть идет. И вот когда он в Севастополе служит, он сказал, что к ним относятся очень хорошо. Даже создали комнаты для намаза, чтобы татары, мусульмане делали намаз, если кто хочет. Одним из символов крымской весны стало формирование народных дружин Крыма. Энвер Куртаметов был командиром одной из рот этого добровольческого формирования. Считает, что Украина не могла нормально обеспечить свою армию. По мнению Энвера Куртаметова, теперь у наших соотечественников есть возможность нести службу достойно. Украина даже не могла обеспечить свою армию. Призывов не было. Наш призыв был последний, это был 98 год. После этого призыва не было, потому что украинская власть не могла даже содержать солдат обычных. Они упростили вариант, чтобы отмывать деньги в свой интерес. Они сделали контрактную службу, а контрактную службу никто не хотел идти. А Россия, она богата, да, армией. У них самое лучшее вооружение, обеспечение и условия. Как отметил заместитель председателя Совета министров Руслан Бальбек, крымские татары сегодня как народ проявляют большую социальную активность. Перед людьми открываются большие перспективы. Чем быстрее крымские татары начнут реализовывать себя и в общественной, политической плоскости, тем быстрее пойдет реализация вот тех потребностей, тех накопившихся вопросов, которые десятилетия не решались. Без взаимодействия граждан
гражданского общества, не опираясь на мнение людей, то есть никогда не будет вот тех эффективных решений, никогда не будет тех результатов, которые мы достигли за 2 года. В российской армии ждут молодых людей, желающих приобрести военную специальность и значительные льготы при получении работы на государственных должностях, полиции и других силовых структурах. Крымские призывники и дальше будут проходить службу на территории полуострова. Срок службы составляет 1 год. Айша Шелукова, Виктор Еланцев, телеканал «Миллет». Семью Бекташевых, проживающих в Симферополе на улице Слуцкого, соседи через суд обязывают снести имущество, которое принадлежит городу. В чем причина конфликта и кто прав? Наша съемочная группа попыталась разобраться в ситуации. Конфликт разгорелся из-за 6 квадратных метров. В 1998 году Гульнаре Бекташевой, как депортированной, выделили квартиру из отселенческого фонда на время, пока семья стоит в очереди на получение квартиры. Это небольшой домик из 2 комнат. К нему Бекташеву пристроили крохотную кухню. В 2010 году приехали граждане Руденко и начали потихоньку захватывать, получается, земельную территорию двора. Ту, которую меня выдавал ЖЭК, получается, сарай, подвал. Я его за собственные средства восстанавливал. Принудил суд, отдать ему этот, получается, подвал, сарай. 8 тысяч рублей с меня с пенсии удержали. За то, что мы сарай это вовремя не освободили им сарай. Вот почему я, пенсионерка, 8 тысяч получаю, и им должна вот эти штрафы оплачивать. В семье Бекташевых 5 человек. Все они ютятся в 2 комнатах. Из-за того, что теперь сарая и подвала нет, своему небольшому домику Шевкет вынужден был сделать пристройку, где хранит свои инструменты и консервацию. По словам Шевкета Бекташева, соседи требуют сноса кухни и этой небольшой пристройки. Сейчас вот на данный момент они уже подали на снос жилья, в котором мы проживаем. Это то, которое принадлежит городу, жилье, оно не наша собственность. И как мы можем сносить жилье города? Я для того, чтобы финансы тратить на детей, поднимать детей, одевать, обувать, кормить, а я, получается, деньги трачу на адвокатов и защищаю квартиру, которая мне не принадлежит, а принадлежит она городу. Бекташевы живут дружно. Требования о сносе небольших пристроенных помещений другие соседи не поддерживают. Общее такое мнение, что мы просим, чтобы эту квартиру оставили в покое. Потому что это нормальное жилье, оно не хуже другого жилья в этом дворе. И семья должна жить, должна где-то существовать, и чтобы не разрушать эту семью, не ломать это все. Просим властей, кто к этому отношение имеет, кто успокоит этого соседа. Он уже столько себе настроил, там хватит на несколько семей. Никто не против того, что тут пристройка, понимая, что семья и что 2 детей, все так здесь живут. По словам соседей, семья Руденко купила небольшой дом и начала расширять границы незаконно, без общего согласия жильцов двора. Юрист Шевкета Бекташева отмечает, что действия семьи Руденко не являются законными. По действующему законодательству любая стройка на земле общего пользования может быть произведена только с общего согласия всех собственников. Однако огромное помещение выстроено без единого разрешительного документа со стороны собственников жилья. Каким-то непонятным образом получены разрешительные документы в архитектурных комиссиях по градостроительству, каким-то непонятным образом получены документы на собственность этого жилья. С Евгенией Руденко мы связались по телефону. От личной встречи она отказалась. Скажите, вы согласны дать нам комментарий? Нет, никаких комментариев. Они прекрасно, ваши, тех, которые жалуются, прекрасно знают. И я не хочу больше об этом говорить. Нам уже 5 лет на мозге компенсируют. Извините, пожалуйста, у меня муж реабилитирован, и мы нигде ничего не ходим. Они нам уже задолбали мозги. За разъяснениями в этой непростой ситуации наша съемочная группа обратилась в город-администрацию Симферополя. Однако никаких комментариев от чиновников мы не получили. По-прежнему ждем от должностных лиц разъяснений, каким образом можно принудить человека снести жилье, которое принадлежит городу. Гульнара Каримова, Нариман Тарсинова, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия состоялся вечер памяти, посвященный 105-летию со дня рождения легендарного разведчика, политического деятеля, одного из основателей Крымско-Татарского национального движения Бекира Усманова. Подробнее в нашем сюжете. Дальше
Почтить светлую память прославленного разведчика собрались ветераны Великой Отечественной войны, друзья и однополчане Бекира Османова, крымско-татарские писатели и поэты, историки и журналисты, авторы биографических рассказов о легендарном разведчике. Гости поделились воспоминаниями о нелегкой борьбе Бекира Османова за возвращение крымско-татарского народа на родину. Я считаю, что та работа, которая была проделана, это огромный вклад действительно и в дело возвращения народа, и написание фактически этой истории возвращения. Человек, который посвятил свою жизнь этому движению, да, этой цели, очень благородный, воспитал такого сына, тоже выдающегося общественно-политического деятеля, как Юрий Бекирович Османов. Вот поэтому мы, я думаю, делаем правильную работу. Всю войну Бекир Османов прошел разведчиком Центрального штаба партизанского движения Крыма. В период освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков Бекир Османов работал заместителем наркома земледелия. В местах депортации Бекир Османов вместе с Джипаром Акимовым основали и возглавили национальное движение крымских татар, требуя восстановления своего народа в гражданских правах. Сын Бекира Эфенде Юрий Османов продолжил дело отца, стал его соратником по борьбе за права крымских татар. Специальными гостями памятного вечера стали дочь и внучка Бекира Османова. Они приехали на юбилейный вечер из Москвы. С 1956 года началась эта борьба народа за то, чтобы доказать, показать и добиться возвращения народа в Крым. Вот этим занимался отец. У нас в доме были еженедельно, иногда по несколько раз в неделю люди, которые тоже, представители народа, которые занимались всеми вопросами для того, чтобы как-то достучаться до правительства. Вот, Бекир Османович параллельно. Это одно, народ должен вернуться, но в то же время нужно жить и работать на свое государство. И я помню его как нежного, любящего отца. Сотрудниками музея была представлена выставка фотографий и документов из архива Бекира Османова, а также мультимедийная презентация, в котором были отражены различные этапы его жизни и деятельности. Бекир Османов остается знаковой фигурой для крымско-татарского народа, примером стойкости и мужества. Через всю свою жизнь он пронес любовь к родине и солидарности с людьми, в жизни которых было много проблем и лишений. Мавиле Июб, Рамазан Аливапов, телеканал Миллет. Сегодня в библиотеке имени Гаспринского отметили праздник Наврез-Байрам. Дети и родители остались довольны мероприятием. Там присутствовала и наша съемочная группа. Для участия в праздновании приглашены представители творческой интеллигенции, общественные деятели, ансамбль «Джемиле», заслуженный артист Дилявер Усманов, читатели и гости библиотеки. Директор библиотеки имени Гаспринского Гульнара Ияева рассказала о содержании и значении этого праздника. У всех тюркских народов есть этот праздник, и мы не исключение, мы также отмечаем Наврез. Всех поздравляю с праздником, и сегодня у нас в библиотеке замечательное мероприятие. Президент автономной казанско-татарской общественной организации «ИГЕЛь» Светлана Небиева по организаторам программы призывала всех активно участвовать в подобных мероприятиях, ведь таким образом каждый может стать ближе к традициям народа. Я хочу поздравить своих, я вообще родилась в интернациональной семье, у меня папа крымский татарин, мама казанская, поэтому я хочу своих соотечественников тоже поздравить с праздником весны, с Днем равнодействия и пожелать мира, согласия, потому что, как Владимир Владимирович сказал, только в единстве наша сила. И вот все национальности, все конфессии мы должны жить дружно, обогащать друг друга. И тогда будет мир на земле. Арифе Мухтарова живет в Крыму уже более 20 лет. Дружит с крымчанами разных национальностей. Для нее наш полуостров – родной дом, где каждый уголок, каждая улица – история. Алиме Ханым выражает огромную благодарность сотрудникам библиотеки за развитие общественных и культурных связей. Этот праздник очень важен для нас. Это то, что нас сближает. Праздник Наврез – пример для других народов. Для собравшихся выступил заслуженный артист Дилявер Усманов.
çizir fakta kaka silmi yaralmi koyla boylu şeydi papi ayak verdi Kau çalmaz bakriye çullu başı şazıyı kırmızı biber sabriye Kırmızı biber sabriye Kırmızı biber sabriye. Участники ансамбля «Джемиле» исполнили несколько танцев. У всех гостей библиотеки имени Госплинского настроение было праздничным. По словам организаторов, такие мероприятия помогают сохранить народные традиции, которые являются неотъемлемой частью духовной культуры любого народа. Абдулла Джосман, Диляра Шевкетова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В детском саду «Родничок» села Родниковое состоялось торжественное открытие билингвальной группы «Умка». На презентации побывала наш корреспондент София Шукурова. Билингвальная, то есть группа с 2 языками обучения, была сформирована еще в начале учебного года. Ее посещают 30 малышей, половина из них – крымские татары. Помимо русского они изучают и национальный язык и уже добились немалых успехов. Воспитатель Динара Умерова рассказывает, что обучение крымско-татарскому проходит интенсивно – на занятиях, в быту, на концертах и мероприятиях. Именно такой подход признан в мире самым эффективным методом для изучения второго языка в раннем детстве. Занятия у нас проходят в игровой форме, в абсолютно простой и легкой, непринужденной. Я подготавливаю занятия. Изначально, конечно, мы его изучаем на русском. С новыми терминами знакомимся. Затем сразу же последовательно в игровой форме мы переходим на крымско-татарский язык, так как детки у нас 50% крымско-татарской национальности, 50% русской. Сегодня в детском саду «Родничок» день торжества, на которое пригласили почетных гостей. Воспитанники продемонстрировали свои успехи. Шефы и педагоги высказали свои соображения о важности открытия групп с двойным языком обучения. Обучение 2 языков – это приводит к дальнейшему развитию деток, так как я считаю, что детки с крымско-татарской национальности, украинской национальности, российской национальности, все должны разговаривать свободно на всех языках. Это ни в коем случае не будет никакой преградой и помехой ихнему дальнейшему развитию, а наоборот будет способствовать для того, чтобы детки могли свободнее общаться, понимать культуру своего соседа, своего друга, своего товарища. И это будет только в дальнейшем способствовать ихнему культурному, духовному развитию. Детский сад «Родничок» посещают 182 ребенка, работает 6 групп. Воспитанники поздравили гостей с праздником Наврез и подарили небольшие символы весны – проросшую пшеницу. Заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов рассказал, что в ближайшее время такие же группы будут открываться и в других детских учреждениях. Администрация города будет этому всячески содействовать. Когда мы родителям сказали, что есть такая возможность, и попросили их написать соответствующие заявления, мы рады, что мы остались услышанными, родители сделали шаг к нам навстречу. Сейчас идет работа по формированию этих групп. Я думаю, что в ближайшее время откроется и в данном детском саду и не одна группа, а несколько. Родители отмечают, что в многонациональном Крыму очень важно, чтобы дети знали язык и традиции народов полуострова. Я очень рада, что у нас открылась такая группа в детском саду, что ребенок может изучать сразу 2 языка. Заодно и меня приходит домой, учит. Мы живем в Крыму, и я считаю, что это очень важно, чтобы дети изучали 2 языка. Воспитанница билингвальной группы «Умка» Елизавета Парфенова рассказала стихотворение на крымско-татарском языке. Гости посмотрели, в каких условиях дети занимаются, обедают и где гуляют. Им показали новую мебель, приобретенную за счет администрации Симферопольского района. В ближайшее время открытие билингвальной группы состоится и в поселке Гвардейское Симферопольского района. София Шукурова, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. На сегодня это все новости. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго.